Добрый день, Сергей Викторович. Вы меня слышите? Здравия желаю, товарищ Верховный Главнокомандующий. Пожалуйста, слушаю вас, Сергей Викторович. Товарищ Верховный Главнокомандующий, сегодня в 11 часов 15 минут ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный, задача пуска выполнена. По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик. Ракетный комплекс стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» создается на замену комплексу советского производства «Воевода». По своим боевым возможностям «Сармат» превосходит своего предшественника и в первую очередь по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску, применяемому комплексу средств противодействия, позволяющему гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Разработку комплекса осуществляет акционерное общество «Государственный ракетный центр» имени академика Макеева совместно с кооперацией промышленности. Положительные результаты пуска ракетного комплекса «Сармат» позволят нам до конца текущего года поставить на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный данным ракетным комплексом в Ужурском соединении Красноярского края. Развертывание пусковых установок с ракетным комплексом «Сармат» значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по гарантированию поражению объектов и решению задач стратегического сдерживания. Задача, поставленная в данном пуске, выполнена. Дальше продолжим выполнение задач по постановке на боевое дежурство. Доклад закончен. Сергей Ильич, поздравляю вас, желаю дальнейших успехов. И в этой связи скажу следующее. Работы по совершенствованию сил сдерживания были возобновлены в России и не прекращаются с начала 2000-х годов. Нам было тогда не до этого, надо прямо сказать. Россия переживала очень сложный период своей истории. Но после выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. И именно поэтому, это еще раз подчеркиваю, в России были начаты работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов, обеспечивающих гарантированное преодоление существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается. С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат».
Мы начали работу над ним в 2011 году. В 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и «Сармата», были публично анонсированы. Напомню, о чем тогда шла речь и в чем преимущество нашей новейшей системы. Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу «Воевода», как только что было сказано, еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в 2 раза характеристиками по точности. И, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство. Поздравляю Министерство обороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса, головных исполнителей и многотысячную кооперацию с этим большим событием и безусловным успехом. Благодарю вас за работу по укреплению обороноспособности России. Сергей Ильич, спасибо. Есть. Служу России.